Александр Сергеевич, прежде всего большое спасибо, что, несмотря на столь плотный график, всегда находите время для СМИ. Есть несколько вопросов о наболевшем, что касается непосредственно Нерюнгринского района. Одна из, пожалуй, наиболее острых точек – это здравоохранение. Скажите, пожалуйста, как будет республика решать накопившиеся проблемы в этой отрасли? Конечно же, здесь в Нерюнгере вопросы здравоохранения стоят очень остро. Могу сказать, что больше половины тех жалоб, которые ко мне приходят из района, мне пишут и в социальные сети, и письма пишут обращения, оно как раз посвящено вопросам, скажем так, некачественного здравоохранения. И здесь, конечно, видно, что здравоохранение сегодня не отвечает современным требованиям, оно где-то в конце 20 века, и мы должны решить несколько вопросов для того, чтобы на самом деле здравоохранение здесь было современным, квалифицированным, отвечающим желаниям и чаяниям простых людей. Во-первых, мы должны провести достаточно серьезную работу по капитальному ремонту районной больницы, которая была построена в 80-х годах. Во-вторых, необходимо, конечно же, приобретать высокотехническое медицинское оборудование. Это не дело, когда, чтобы сделать МРТ-снимок, люди вынуждены ездить там в Благовещенск или еще куда дальше. И в-третьих, конечно же, должна быть решена проблема неукомплектованности врачебными кадрами. У нас сегодня здесь по Нерюнгере, если не ошибаюсь, всего лишь 58% укомплектованность. Одна из самых низких в республике. И, конечно, для такого крупнейшего промышленного центра Якутии, каким является, безусловно, Нерюнгер, такое просто недопустимо. Вопрос переселения аварийного ветхого жилья для Нерюнгри стоит очень остро. Скажите, пожалуйста, будет ли начата в 2019 году реализация данной программы и все ли поселения войдут в число ее участников? Безусловно, переселение граждан из аварийного жилья – это одна из самых таких острых проблем нашей республики. Мы лидеры в стране по количеству аварийного жилья и в процентном отношении, и в фактическом отношении. Могу сказать, что второй этап, который сейчас должен начаться уже с 2019 года, потребует от нас мобилизации, конечно же, ресурсов и республиканских, и муниципальных. И, конечно, мы надеемся на очень существенную помощь со стороны федерального правительства. Сегодня уже могу сказать, что по предварительным тем прикидкам, которые есть сегодня в правительстве Российской Федерации, мы, наверное, получим денег больше, чем все другие субъекты Федерации здесь на Дальнем Востоке. Речь идет о порядка 25 миллиардах, которые будут выделены на переселение жителей из аварийного жилья по республике Саха-Якутия. И, конечно же, Нерюнгинский район, где такого жилья на сегодняшний день, если не ошибаюсь, около 90 тысяч квадратных метров, он, конечно же, будет участвовать в этой программе. В число проблемных вопросов Нерюнгинского района входит также неблагополучные дороги, улицы, тротуары. Будет ли какая-то помощь от правительства в решении этого вопроса? Нерюнгер, на самом деле, замечательный город. Построен он относительно недавно, он моложе, чем все другие наши населенные пункты в нашей республике. И, конечно, жителям хотелось бы, чтобы городская инфраструктура всегда была современной, доступной для людей, удобной для людей. И с этой точки зрения те вопросы, которые жители Нерюнгера ставят сегодня о качестве городских дорог, городских проездов, они правильные, они требуют своего решения. И я уверен, что здесь мы в сотрудничестве и с районной властью, и с городской властью сможем оказать определенную помощь из Дорожного фонда республики для того, чтобы эти вопросы начали здесь в Нерюнгере решаться. Комплексное водоснабжение и водоотведение Нерюнгри нуждается в серьезной реконструкции. Износ сетей водоснабжения составляет 98%, а канализационных 91%. Можно ли ждать помощи республики в решении этой проблемы? Здесь мы, безусловно, будем решение уже о реконструкции, скажем так, системы водоканала по Нерюнгере принимать. Более того, оно уже принято. Сейчас действует на территории республики программа по точкам социально-экономического роста. И хотя средства на эту программу по республике выделены, конечно, не очень большие, недостаточно их все-таки было выделено, всего лишь порядка 1,5 миллиарда рублей, но практически 40% из этих средств, они у нас идут на Нерюнгере. Это и реконструкция, скажем так, хозяйства водоканала Нерюнгринского, это и скажем так, обновление материально-технической базы Нерюнгринского колледжа, это и реконструкция детской поликлиники здесь. И поэтому по водоканалу у нас заложено порядка 400 миллионов рублей. Из них львиная доля – это федеральные средства. Буквально на днях я докладывал по
решению, ну, как реализация этой программы полпреду Юрию Петровичу Трутневу, мы идем в графике. До 1 декабря мы должны получить проектно-сметную документацию, которая сейчас усиленно делается специалистами проектных институтов, уже с госэкспертизой. И в следующем году работа начнется, и в 2020 году она будет завершена. Вы говорите о создании новой экономической модели Якутии. Каково место будет уделено развитию промышленности и какова роль непосредственно нашего Нерингринского района в этом? Нерингринский район — это на самом деле один из центров промышленного роста не только нашей республики, но и всего Дальнего Востока. Сегодня мы видим, как реализация программы по территории опережающего социально-экономического развития Южной Якутии дала уже колоссальный эффект. Здесь мы видим, как изменилось отношение людей к жизни в Нерингре. Еще несколько лет назад здесь все-таки была определенная такая, знаете, депрессия. Люди думали, когда же мы уедем отсюда. Сегодня уже миграционный поток отсюда снизился до минимума. Уверен, что скоро он сменится уже положительным притоком сюда. Более того, мы, например, считаем, что реализация проекта того же Колмара, так, по туру Южной Якутии, это даст порядка 14,5 тысяч рабочих мест новых. Это только по Колмару, но у нас же есть и проекты и других угольных компаний, есть проекты Якутугля по развитию дальнейшему Эльги угля, так, есть проекты по золотодобыче, есть проекты, связанные с дальнейшим развитием транспорта здесь, в Южной Якутии, который, конечно же, будет развиваться как с развитием вот угледобычи, например. И, конечно же, мы все знаем, что уже в 2019 году заработает «Сила Сибири», большой газ пойдет по, скажем так, в Южной Якутии. И, конечно, это тоже здесь будет создавать новые рабочие места. Несколько сотен рабочих мест будут созданы здесь, в Нерингре, ну, порядка 600, это точно так. И, конечно же, вот в целом по развитию экономики Якутии, если говорить, у нас как бы 3 основных направления. Это промышленное развитие, это инновационное новое производство, это креативные индустрии. Конечно же, промышленность еще долгие годы будет являться самой основной движущей силой экономики, да, на самом деле, не только республики, но и Дальнего Востока, и в целом нашей страны, потому что сейчас вектор развития производительных сил, он с запада сдвигается на восток в нашей стране. И Якутия занимает в этом одно из основных мест. Поэтому я считаю, что вот части промышленного развития у Нерингре блестящее будущее. От лица телезрителей канала Якутия-24 большое спасибо за столь содержательные ответы и успехов вам в нелегком труде. Спасибо.